154 тонны благотворительной помощи раздали нуждающимся в священный месяц Рамадан во всех регионах России. Об этом и не только в преддверии одного из главных праздников в исламе, Ураза Байрам, рассказал в интервью нашему каналу председатель Духовного управления мусульман России и главный муфтий России Равиль Гайнуддин. Уважаемый муфтий, здравствуйте. Саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Спасибо. Завершается священный для мусульман месяц Рамадан, впереди праздник Ураза Байрам. С каким настроением встречаете этот день? Мы завершили великий мусульманский пост. Пост – это духовное очищение, это исцеление души, это прощение наших грехов благодаря нашим усердным молитвам. И, безусловно, в течение этого месяца мы старались делать как можно больше добра. Поэтому мы надеемся, все наши благие деяния, искренние молитвы, они приняты, и мы с радостью встречаем наш благословенный праздник Ураза Байрам. И хочу отметить то, что во время священного Рамадана мы старались оказывать помощь нуждающимся и бедным. 154 тонны благотворительной помощи мы раздали нашим нуждающимся, ветеранам войны, семьям тех, кто отправил своих сыновей, мужей в СВО, а также тех, кто многодетен. И все это дает нам удовлетворение. И, конечно, хочу сказать, во время Рамадана мы не только в Москве, а во всех наших регионах России открывали шатры Рамадана, где проходили наши мероприятия, и они являлись как бы духовным единением всех наших граждан, не только мусульман, потому что на эти ифтары, вечерние разговения мы приглашали представителей разных религий, разных народов, мы угощали их, и это способствовало еще раз укреплению братства наших народов и религий. И, безусловно, мы надеемся, это будет способствовать укреплению нашей России, укреплению рядов народов нашей страны, потому что мы являемся народами великой России. И, конечно же, те благотворительные акции, как Рамадан Карим, это поддержка, безусловно, и наша духовная, и материальная. И поэтому я считаю, мы сделали очень благое дело, и надеемся, Всевышний будет доволен нашими добрыми делами. Вы активно взаимодействуете с коллегами из других стран. Не так давно в Московской соборной мечети собирались послы и представители 40 стран исламского мира, и там вы сказали: в то время как западный мир проявляет к нашей стране враждебность, мир ислама активно развивает с Россией сотрудничество, инвестирует в нашу экономику, достигает успехов в дипломатии. Какой вы видите роль Духовного управления мусульман в этом процессе? Вы знаете, мусульманское духовенство России, они сегодня являются как бы мостом между Российской Федерацией и исламским миром. Это не только арабский мир, но в целом исламский мир. И это для нас не ново, потому что ведь и во время Советского Союза, и сейчас, в 21 веке, мы активно взаимодействуем с нашими братьями из арабских мусульманских стран. И наша Московская соборная мечеть, на базе которого работает, действует Духовное управление мусульман Российской Федерации, отмечая
свое 120-летие Московская соборная мечеть, она была центром притяжения уважаемых наших братьев из исламского арабского мира. И они, приезжая к нам, приглашая нас к себе, не только интересовались нашей жизнью, какие мы, какие у нас цели и какие вопросы межнациональные, межрелигиозные мы решаем, живя в многонациональном, многорелигиозном государстве. И у нас нет никаких конфликтов на этой основе. Как этого мы добиваемся? И какие цели преследует сегодня власть во главе с нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным, президентом страны? И какие есть в целом надежда на то, что будет углубление сотрудничества с Арабским Востоком. И, конечно же, мы видим желание исламского мира взаимодействовать, сотрудничать и совместно строить в глобальной политике многополярный мир, где бы уважались и суверенитет, и духовные, моральные, семейные, нравственные ценности. И, безусловно, вот я встречался в феврале месяце с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, с его величеством шейхом Мухаммадом бен Заид аль-Нахаяном. Он мне говорил, как он уважительно относится и ценит дружбу с нашим президентом. Он поблагодарил нашего президента за сохранение наших духовных, семейных традиций, за то, что он защищает наши святыни. И, безусловно, они знают о защите Корана от кощунства. И президент Объединенных Эмиратов также поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за те его добрые слова в адрес ислама, которые он произнес во время заседания рабочей группы «Россия», стратегической группы «Россия. Исламский мир», который проходил в прошлом году в Казани. И таким образом это показывает, что мы, мусульмане, общаясь с нашими партнерами по духовным, религиозным, международным связям, а также с элитой арабского мира, с их президентами, королями, с их в целом политической элитой, мы разъясняем политику нашего президента, нашего государства, желание того, чтобы мы были уважаемы, нас понимали, и в этом, безусловно, огромная роль российских мусульман. Огромное внимание сейчас приковано к переговорному процессу по Украине. Важную посредническую роль играет Ближний Восток. Вы много общаетесь с нашими партнерами в этом регионе. Как вы видите роль Ближнего Востока в урегулировании этого конфликта? Как там смотрят на происходящее? Я на этой неделе прилетел из Абу-Даби. Посетил вновь эту страну по приглашению правительства. Меня наградили высокой государственной наградой за развитие гуманистических ценностей в мире. И во время моих встреч, во время этих общений, безусловно, видно то, что арабский мир хочет с нами дружить, войти в нашу страну с инвестициями, способствовать
и мирному процессу, который сейчас, хвала Всевышнему, только-только вот начинается. И мы с гордостью говорим, наш президент не выбрал западную столицу. Для таких переговоров наши переговорщики, они не выбрали какую-то страну Запада, Европы, Америки, а выбрали исламский мир. И королевство Саудовская Аравия предоставляет прекрасную площадку для ведения этих переговоров. И я считаю, что это и показывает, что сегодня Восток, сегодня арабский мир, они своими действиями доказывают, что они наши друзья. И то, что Объединенные Арабские Эмираты помогают нам в возвращении наших военнопленных с Украины, а также украинских военнопленных из России. Государство Катар помогает в воссоединении семей, возвращают к нам детей, которые увезены на территорию Украины или же оставались на территории Российской Федерации, и они возвращаются своим бабушкам и дедушкам, родителям, потому что наши семьи, они настолько взаимосвязаны были, столько совместных семей украино-русских, русско-украинских и так далее. Поэтому я благодарен арабским странам, мусульманским странам за то, что они причастны и оказывают помощь вот в мирном процессе. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Президент России объявил 2025 год годом защитника Отечества. Эта дата и та победа сейчас, когда мир встал перед новой угрозой большой войны, как никогда символична. Какие мероприятия по линии Духовного управления мусульман запланированы? И как, на ваш взгляд, что мы, потомки тех победителей, могли бы и должны сделать для того, чтобы такое больше не повторилось? Этот год – юбилейный год. Год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла бы своего родного, близкого человека. И этот год объявлен нашим президентом годом защитника Отечества. Во-первых, во время Рамадана мы шатер Рамадана посвятили именно 80-летию Великой Победы. В шатре у нас были воины, герои СВО, ветераны, те, которые остались очень в малом количестве Великой Отечественной войны. Кому 92, кому 96, они тоже захотели быть наряду с нами. И на праздничный намаз ожидаем также ветерана Великой Отечественной войны, который прошел на параде Победы по Красной площади. И, конечно, вот все дни шатра Рамадана мы посвящали раскрытию темы памяти. Мы должны нашей молодежи давать уроки, организовать встречи с теми детьми 30-х, 40-х годов, которые помнят войну, послевоенные годы, чтобы они рассказывали детям, воспитывать наших детей в духе патриотизма, любви к Отечеству. И, конечно же, чтобы та
страшная напасть, которая напала на Советский Союз, фашизм, нацизм, больше мы не испытали. И вот в этом борьбе с неонацизмом мы победили. И вот я хочу сказать, в этом году во время Рамадана мы совместно с Фондом защитника Отечества собирали список наших ветеранов СВО. Наш благотворитель выделил 5000 бесплатных сертификатов на совершение хаджа в этом году. Это мечта верующего попасть в священную мечеть, где находится благословенная Кааба. И вот мы составили в нашем оргкомитете список наших воинов, наших ветеранов СВО, также родителей, потерявших детей, или же тех солдат, родители которых желают поехать совершить хадж. И, альхамдулилля, мы в этом году имеем возможность отправить для совершения хаджа наших ветеранов, родных и близких. И, безусловно, это также наш вклад не только в проведении конференций, там различных мероприятий, оказание помощи ветеранам, наша добрая память, все это да, но еще и мы духовно, морально поддерживаем наших защитников Отечества. Уважаемый муфтий, я благодарю вас за это интервью и хотела бы и вас, и всех мусульман России поздравить с праздником Ураза-Байрам. Благодарю вас и благодарю Всероссийский телевизионный канал «Россия-24» за то, что вы предоставляете мне возможность сегодня также обратиться к моим верующим братьям и сестрам с наступающим праздником Ураза-Байрам. Молю Аллаха даровать всему нашему российскому народу, нашей стране мира, милости и благословения.